Здравствуйте! Лето, школа, каникулы. Ну, а в школе летняя каникула – это прежде всего ремонт, побелка, покраска и прочие такие хозяйственные заботы. Но надо сказать, что для 33-й школы Якутска, во дворе которой вот я сейчас нахожусь, лето 2006 года стало приятным исключением, потому что не только эти хозяйственные хлопоты сейчас будоражат коллектив и его директора. Дело в том, что этот коллектив выиграл грант президентской программы поддержки инновационных школ. Когда вы живете в своем доме, вы же не думаете о шифере окраски, вы думаете о том, чтобы дома было уютно, сытно. Поэтому наша задача то же самое в школе, чтобы здесь было тепло, хорошо и детям, и родителям, и учителям. Получается? Ну, скажем, по прошлому году. Стараемся, чтобы получилось. Ну, вот если в таких вот сухих цифрах посмотреть на результаты года, я имею в виду медалистами, как у вас в этом? В прошлом теперь уже получается в учебном году. Мы предполагали так, что у нас 8 детей получат медали. Со своей задачей, в принципе, мы справились. Поэтому 8 человек ребятишек у нас после окончания. 8 медалистов для 33-й – это много, мало или как обычно, если с прошлыми годами сравнивать? По крайней мере, это все те дети, которые с 1 по 11 класс шли и были претендентами на медаль. Да, стабильно. И специфика наших медалистов обычно это дети, которые стабильно показывают результаты с 1 по 11 класс и затем уже при обучении в вузах также. То есть, строго говоря, ничего неожиданного для вас в этом не было, да? Нет, нет. Прогнозируемо? Да, да. Тамара Змеевна, а вот то, что касается гранта, вот выиграли, и что дальше? Нет, это вообще классно, потому что, подготовив документы, мы не совершали ни одного звонка, ни одного диалога. Нам было интересно, как сработают наши документы или нет. И когда мы получили это известие, мы, конечно, были очень довольны результатом. Ведь все школы, которые были представлены муниципальным образованием город Якутск, очень сильные, и каждая школа со своим хорошим, качественным таким лицом. Поэтому мы рады тому факту, что мы получили его. Когда, кстати, наличные... Еще не получили. Наличные еще не получили. По крайней мере, я прочитала только это в газете «Вестник учителя». Больше нигде официальных каких-то документов или официального диалога по поводу того, что... Нет, ничего не было. Но все равно выиграли. Вот если не секрет, 1 миллион получаете, что дальше? Мы предполагаем так. У вас даже голос запершил от волнения. Да. От предвкушения. Да нет, не от предвкушения. Мы просто каждый раз думаем, как нам его разделить. По крайней мере, это точно не будет шифер и краска. Это точно. Мы предполагаем первый вариант. Хотим приобрести мини-типографию, потому что необходимо детей готовить в профильных классах и переводить их на индивидуальные формы обучения. Для этого у нас начали делаться свои разработки методические по индивидуальной траектории ученика, а необходимо для этого именно очень много методической литературы. Поэтому мы хотим это сделать. И еще одна из задач, у нас же свой бизнес-центр. Для бизнес-центра детский бизнес-центр, и дети должны иметь какую-то свою продукцию. Поэтому мы думаем, что это как раз будет элемент занятости детей и выпуск конечного результата. Второе направление, это возможное направление, это так как сейчас обращают внимание на техническое развитие, это является необходимостью, наша школа все равно очень часто развращает детей. Мы 10 лет сидим затылок в затылок, понимаете, являемся просто исполнителями. А потом кричим, почему дети ленивые, почему мы ленивые? Да мы приучили друг друга. Поэтому мы стараемся создать как можно больше таких ниш, где ребенок может что-то сделать своими руками, заняться какой-то практической деятельностью. И в связи с этим хотим создать игротеку типа лего-центра, приобрести оборудование, когда ребенок, начиная с 1 по 11 класс, мог зайти в эту комнату и получить именно по возможности заниматься им какой-то практической направленностью. Это наша мечта. И когда вы сделаете выбор? Нет. Каким образом? У вас, кстати, называется демократическая культура, там что-то очень такое длинное название. Да, совершенно верно. То есть мы проговариваем все вот эти варианты. Я не могу же сама единолично решить, поэтому это будет решение и детского коллектива, и взрослого коллектива. Я уже проговариваю, предлагая свои идеи, народ, в принципе, не против этого. Посмотрим, как будет с деньгами, сколько будет стоимость товара.
потому что мы хотим купить еще и проекторы в несколько кабинетов, потому что без современного подхода на уроки сейчас невозможно. Тамара Семеновна, я понимаю, что это очень сложно сказать, да, но вот вы сами себе можете такую оценку поставить. А почему вот именно ваши предложения, вот, так сказать, ваш проект, я не знаю, там уж бизнес-план, как его угодно можно назвать, да, оказался лучшим? Как вы думаете? Что вы там такого невероятного или, может быть, обратившего внимание предложили, что в конце концов выиграли? Вот у меня вообще нет понятия никогда, кто лучше, кто хуже. Подход к делу есть такой: надо делать качественно и ответственно. И не делать вот скоропалительно, а делать в системе. Поэтому мы постарались это сделать, и у нас не было чувства страха, что мы проиграем, или не было вот чувства такого, что ай, вот кому-то дадут, а нам не дадут. У нас просто был азарт, вот такой хороший, спортивный, да, мы сделали, а как, получится или нет. Мне кажется, это нормально. И получилось. И получилось. У вас нет соблазна еще в каких-то проектах, может быть, аналогичных? Конечно, есть. Конечно, есть. Мы сейчас подали вот на грант 2 учителей, Владислава Алексеевича Голованова, Ольги Прокопьевны Прокопьевой. И если была возможность вот разных грантов в области образования, мы бы с удовольствием принимали участие. Да. Поэтому в этом году мы решили посмотреть, какие по интернету есть гранты, может быть, какие-то вот республиканские, будем участвовать. Это же классно. Конечно. Да. Ну, я представляю, насколько повезло вашим ребятам, что у них такие учителя, которые могут выиграть не только, так сказать, награды, дипломы какие-то, хотя это тоже приятно и немаловажно, а еще и чисто... Они же тоже выиграют, потому что это же, в принципе, плод общий. Мы отправили в этом году родителей на всероссийское соревнование в Республике единственно, на всероссийскую конференцию. Они нам привезли диплом. Мы никак не предполагали, что они так великолепно выступят. Дети... Честно говоря, я не слышал, что за Да. соревнования. Это родители соревновались? Да, это проходил международная ярмарка, проходит каждый год в Сокольниках, и там вот проходило 2-е родительское собрание, всероссийское родительское собрание. Была предоставлена возможность Ижевску и Красноярску поделиться опытом своей работы. Мы понимали, что они работают по направлению управляющих советов, однако мы подготовили материал своего подхода совместного творчества работы строителем и поехали, выставили. Да, и выиграли диплом. Мы не ожидали. Единственное, которые получили диплом от тех организаций, которые не были заявлены так официально. Ну, то есть, послушайте, у вас тогда не только медалисты, но у вас еще и родители тоже. У нас хорошие дипломанты. Да, родители хорошие у нас. А что будет дальше? Вот сейчас вот такое впечатление, вот судя по вашему рассказу, что восходящее, но ведь, а когда-то наступит что тогда? Стабилизация, может быть, еще что-то? Мне кажется, что иной раз, знаете, когда я смотрю КВН и слышу шутки какие-то, мне кажется, что больше шуток придумать нельзя. Да, уже, да? Вот вы мне так же говорите, да? А когда я смотрю, надо же опять что-то придумали. Поэтому все равно сейчас очень большой поток информации, через интернет информация идет, публикаций очень много. Чем больше читаешь, чем больше общаешься с разными людьми, возникают разные идеи. Самое главное — работать не на повторе, а на поиске какой-то своей изюминки. И все нормально. Тамара Семеновна, в заключение нашей беседы не могу не задать вам такой вопрос, может быть, он покажется вам провокационным в какой-то степени, да? А вот дети отвечают на вот все ваши усилия, поиски, я не знаю, там, желание что-то такое, покуражиться вот именно в педагогическом плане? Да. Понимаете, в чем дело? Ведь когда предлагает взрослый какой-то кайф ребенку, он должен понимать, что это кайф не для взрослого, а он в первую очередь должен работать на ребенка. И если взрослый учитель работает так, что он ставит себя превыше всего, тогда ребенок остается в стороне, не будет, да? Да. А если он растворяется в ребенке, и ребенок понимает, что это не игра, а это жизнь, он отвечает взрослому. Это как в любых взаимоотношениях людей. Ведь школа — это большая семья. Все как в семье. Большая жизнь. Да, большая семья. Большая семья для меня. Где есть мамки, папки, бабушки, дедушки, внуки, правнуки и так далее. Да. Жизнь абстрактна, а семья — это конкретно.
Ну да, И само по поэтому, себе понятие. да, и поэтому у нас так же, как в семье, бывает, кто-то нашалил, кто-то провинился. То есть вы воспринимаете это как трагедию? Нет, это вполне закономерно. Это Да, просто надо помочь, поддержать друг друга. Где-то поговорить серьезно. Да. Наказать, всё это Право, кратчайшее. да, и право на ошибку должен иметь каждый. И самое главное, не помнить эту ошибку. Не должен взрослый помнить эту ошибку ребенка. А откуда у вас, как давно, вернее, вот это появилась тезис, да, о том, что о праве на ошибку? Мне кажется, что вся советская педагогика была построена на том, чтобы ни в коем случае не допустить ребенка для такой ситуации, когда он мог бы совершить ошибку. Поэтому все время его отдергивали, поэтому все время ставили в строй, чтобы, как бы, так сказать, протурены. Вы давно в школе же работаете? Давно, да. Я же тоже педагог по Да, образованию, я помню, да. у нас именно вот так вот, то есть были хорошие преподаватели, которые понимали, что нужно, так сказать, диалектично воспринимать жизнь, так сказать, и в ошибках, и все. Наверное, здесь, знаете, вот удачное как раз вот вкрапление именно в систему Людмилы Андреевны Колосовой. И школа-то меня притянула в 92 году, когда вот мы начали ее создавать именно тем, что школа должна быть для ребенка. Ребятишки из 33-й школы пока не знают о той большой радости, которая ждет их с началом учебного года. Очень хочется верить, что этот миллион выигранный, в данном случае, в общем-то, педагогическим коллективом, все-таки пойдет и им на пользу тоже. До свидания.